Восточный федеральный округ в Хабаровске провели, Сибирский федеральный округ в Новосибирске провели, Уральский федеральный округ мы провели в Челябинске, центральный в Москве, северо-западный в Санкт-Петербурге, сегодня здесь. И суббота-воскресенье будут две встречи в городе Астрахань, Южный и еще один федеральный округ. И таким образом это новый формат работы Национального совета Всемирного конгресса татар. И поэтому, в самом деле, очень здорово, когда у нас есть такая возможность встретиться все вместе, по горизонтали посмотреть что-то хорошее и что надо с собой взять, и получить определенные, так скажем, инструкции от Конгресса татар. Я здесь уже бывал на 20-летии автономии буквально недавно, и, конечно, изучая этот вопрос, мне абсолютно приятно и комфортно сказать то, что в Ульяновской области делается очень много и со стороны автономии, со стороны руководителей, со стороны всех, но и непосредственно при вашей поддержке, уважаемый Сергей Иванович, потому что без вас это очень сложно было бы делать, это в самом деле гордо. И представляете, когда мы отмечали 20-летие, зал почти на 1200 мест, битком набитый, в рабочий день, с удовольствием все приехали, друг друга поздравили, порадовались, получили заряд энергии и дальше пошли. Поэтому это очень здорово. И когда мы говорим о наших газетах, о наших школах, о работе автономии, даже вот это здание, конечно, это только благодаря вашему решению. Вам огромное спасибо. Но и говорим, когда вот даже руководитель автономии, мне приятно, исходя из той ситуации, что наш первый президент Митимир Шарипович, сегодня Рустам Нургалиевич, Республика Татарстан в целом имеет авторитет, и когда мы проводим такие мероприятия, я потом захожу на отдельную встречу, где есть возможность с губернаторами общаемся, где есть возможность вице-губернатора по внутренней политике, мэрами, городами, где мы уже поднимаем вопросы, просим поддержки, говорим благодарности, оцениваем действия и работу наших автономий. Но вот Ульяновская область всегда отличалась, сегодняшний даже, так сказать, то, что вы сюда пришли, это для нас новое. И встреча, не отдельный прием, а прийти, выступить, поздравить, напутствовать, это для нас тоже очень величаво и очень ответственно, но и в то же время это определенный авторитет наших татар, руководитель автономии Рамис Афанде, это вроде как бы и для наших других коллег. Вот посмотрите, как мы работаем, хотя вот из того окружения, которое находится здесь, я еще во всех субъектах не побывал, мне посчастливилось побывать в Самарской области после того, как Азарова только что назначили исполняющим обязанности, я приехал, он принял с нашим руководителем автономии, поговорили. Буквально недавно я был в Ижевске, глава, правда, на выезде был, нас принял председатель правительства, поэтому авторитет татар везде присутствует, авторитет наших руководителей автономии, это очень здорово. И мы сейчас уже практически подводим итоги. Коллеги, я еще раз всех призываю и прошу то, что наша работа, она практически никем не оплачиваемая, это добровольная общественная работа во имя сохранения татарской нации. За это, конечно, вам, вашему активу огромное спасибо. И вот в новом составе Всемирного конгресса татар через Национальный совет мы будем встречаться, мы будем поднимать вопросы, мы будем решать, но и опираться на, так скажем, вашу работу. Вот Сергей Иванович уже поздравил всеми праздниками, но я хотел бы еще один вопрос поднять и попросить уже к этой работе более активно подключиться. Практически у нас остается не так уж много времени. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации, татары, татарский народ, мы всегда считали, так скажем, и жили в дружбе, в созидании, взаимопонимании всеми народами, которые проживают в Российской, в первую очередь русским народом, и мы братья. Но и в то же время выборы президента Российской Федерации для нас это значимое мероприятие. Благодаря пониманию, поддержке и Татарстан, и татарский народ жил всегда в мире и в согласии. Я убедительно прошу, значит, я понимаю, что, наверное, в районах, в городах
субъектов Российской Федерации к этому процессу уже более активно подключились, но я от имени Всемирного конгресса татар вас прошу подключиться особенно к этому процессу, дойти до каждого татарина, дойти до каждой татарской семьи. Это не только говорит о том, что татарский народ. У нас есть рабочие места, у нас есть семейные друзья, и русские, и украинцы, и белорусы, и удмурты, и все национальности, которые присутствуют, которые обладают правом избирательного права, чтобы они тоже пришли. Для нас это очень важно. Посмотрите, в последние годы, когда мы говорим о том желании некоторых стран постараться не дать этапу сильного развития России, и санкции, и попытка даже через спорт повлиять, но все равно сильный народ, единый народ, идем вперед и доказываем о том, что нас сломать в этом вопросе невозможно. У нас есть четкий лидер, у нас есть четкое видение, и мы хотели бы завтра получить, завтра, когда мы говорим тоже 19 марта, уверенность в завтрашнем дне. Я поэтому убедительно прошу, активно, вот после нашей встречи, но Ульяновская область, актив уже здесь, по приезду к себе на родину собрать актив, довести для них, о чем мы здесь разговаривали, о том, что лично был губернатор, который и поздравил, и напутствовал, это тоже для нас очень гордо, ну и активно подключиться к этому процессу. Вы знаете, вот в Новосибирской области, когда мы сидели, разговаривали, руководитель, министр, который отвечает за это направление, когда он спросил, а как ситуация, вы знаете, настолько дисциплинированный единый народ, практически 100% явка, и далее уже человек, когда заходит один остается в кабинке по выборам, но у него есть уверенность, внутреннее желание, и всегда относится с пониманием. Поэтому таких примеров очень много. Я убедительно прошу вас в этом тоже активно подключиться. У нас все остальные встречи уже будут после 19 марта, но хотя с некоторыми мы с вами уже встретимся 1 марта. Сергей Иванович, мы 1 марта собираем 750 сельских предпринимателей в республике. 3 дня с Ульяновской области тоже квота есть, тоже будут присутствовать. Первый день у нас будет работа по секциям. Второй день у нас будет работа в сельских селах, где мы хотим показать быт, культуру, отношения, видение бизнеса. И 3 числа будет кулинарка с участием нашего президента Рустама Нургалевича, когда уже подведем итоги, поставим задачи. Потом у нас краеведы будут. Сабантуй будет 7 июля в Чебоксарах, 14 июля будет в Курганской области, деревня Альмян, сельский совет, и 21 июля будет из Булгаржина у нас в Республике Татарстан. Поэтому планы есть. Про Сабантуй мы услышали. Мы, когда будем, так скажем, определяться по городам, с удовольствием поддержу. Я сегодня же доведу эту информацию и о вашем участии нашему президенту Рустаму Нургалевичу. Хотя, когда я сюда выезжал, мне позвонил Митевир Шарипович, наш первый президент, и когда сказал, что у нас будет встреча, он сказал: от меня лично пламенный привет, потому что он с большим уважением к вам относится. И вы знаете, мы уже заранее знали, потому что Рамис Афанде сказал, что вы постараетесь найти время, придете сюда. У нас есть награда Всемирного конгресса татар. Я искренне говорю, губернатор, который, вот как наш уважаемый директор сказал, который приходит, который поздравляет, который напутствует, который поддерживает, в том числе и финансово, конечно, это очень здорово и очень пример. И если вы разрешили бы, я с удовольствием от имени Всемирного конгресса татар вручил бы вам медаль нашего конгресса за большой вклад, за большую заслугу перед татарским народом. Называется наша медаль. Пользуясь случаем, с учетом того, что у нас сейчас началась очень обширная культурная программа, но обычно у нас сразу там после Нового года, январь месяц, так даем возможность людям отдохнуть от праздников. А в феврале месяце такая культурная, большая, обширная программа, у нас начинается большой международный
фестиваль «Мир эпоха имена» у нас начинается, там пасхальный фестиваль, у нас начинается ряд ярких, интересных, замечательных турне. Я бы хотел вот передать на 2 места несколько, там, больше десятка тут билетов на замечательный концерт, ЗОР-концерт. А вы тут сами определитесь, как ты имеешь в виду. Я при присутствии всех говорю о том, чтобы это не тебе одному, а всем.